Здравствуйте, ребята! Я учитель русского языка и литературы Курманбекова Назгуль Отарбаевна. Сегодня я хочу представить вашему вниманию урок в 5 классе, раздел «Мы выбираем спорт», тема Василий Семенович Галышкин «Вратарь». Цель урока – знакомство с творчеством писателя Василия Семеновича Галышкина, анализ и понимание содержания небольших произведений литературы, определение его темы и основной мысли. Василий Семенович Галышкин – детский писатель. Родился в 1915 году в городе Брянске. Окончил Московский государственный педагогический институт в 1940 году. Участник Великой Отечественной войны. С 1950-х годов печатал сказки, интересные рассказы для детей. Автором также созданы рассказы и повести из школьной и дошкольной жизни ребят, сборники «Большая починка», «Журавли и цапли», сказка «Веселый улей» или малышовые рассказы «Яблоки». Послушайте рассказ «Вратарь». Вовка в отряде был меньше всех, поэтому называли его Вовкой маленьким, в отличие от другого Вовки, высокого. Но Вовка маленький уступал всем только в росте. В море он плавал, как дельфин, по деревьям лазил, как обезьяна, через веревочку прыгал лучше любой девчонки. Но однажды Вовка маленький забыл и о море, и о деревьях, и о веревочках. На стадионе Вовка маленький увидел, как артековцы играли в футбол. И форма у них была, как у настоящих футболистов. Вовке маленькому очень понравились их красные и голубые майки, их белые и черные трусы. Ему тоже захотелось стать футболистом. С тех пор Вовка маленький почти не бывал в отряде. Отряд идет на сбор, на экскурсию, в поход, а он на стадион. Стоит за воротами и повторяет все движения вратаря. Тот ловит мяч, и Вовка маленький гонит воображаемый мяч. Тот поднимает ногу, чтобы отбить мяч, и Вовка маленький ногу поднимает. Вратарь сердился. «Ты что, меня передразниваешь?» – кричал он. «Я тоже играть хочу», – тихо объяснял Вовка. «Подрасти сначала», – отвечал вратарь. Потом он перестал на Вовку сердиться, понял, что Вовка маленький тоже влюбился в футбол. И однажды случилось чудо. Вовку маленького поставили на ворота, потому что не пришел настоящий вратарь. Вовка не верил своему счастью, не сон ли это, но тут мяч с силой ударил его в лоб. «Отбил! Отбил! Отбил!» – закричали на стадионе, и Вовка маленький, у которого от боли показались слезы, не заплакал, он смеялся. В этот день Вовка маленький не пришел на обед. Ребята побежали его искать и нашли на футбольном поле. «Эй, Вовка маленький!» – закричали ребята. «Ты что здесь делаешь? Почему обедать не идешь?» «Я в воротах стою», — объяснил Вовка маленький. «Зачем? Ведь все обедают». «Чтобы место не заняли», — ответил Вовка маленький. С тех пор стали Вовку маленького звать Вовкой вратарем. Давайте определим тему рассказа. Значит, в этом рассказе основная тема – это Вовка, маленький мальчик, который находится в лагере и очень полюбил футбол. Значит, что же о нем можно сказать? Что он очень хорошо плавал, лазил хорошо по деревьям, прыгал через веревочку лучше любой девчонки. Но больше всего он полюбил футбол. Чтобы определить основную мысль текста, попробуем воспользоваться стратегией фишбоун.
Значит, фишбоун – это скелет рыбы. В голове у нас проблема. Косточки верхние – это причина, нижние – это аргументы. Причин и аргументов может быть несколько. В хвосте рыбы вывод. Какая причина была в этом рассказе? Проблема. Почему Вовка маленький не мог играть в футбол? Причина первая – был маленького роста. Аргумент первый – вратарь был высокого роста. Причина вторая – не умел играть в футбол. Аргумент второй – каждый день тренировал себя, повторял движения вратаря. Причина третья – не доверяли ему. Аргумент третий – он не отчаивался, верил, что научится. Итак, вывод. Давайте подведем итоги. В любом деле не стоит расстраиваться и опускать руки, если что-то не получается. Вовка-вратарь показал, как человек может достичь своей цели. Итак, домашнее задание. В тетрадях вы должны подобрать первое антонимы из текста к словам и словосочетаниям. Больше всех, Вовка большой, низкий, хуже, упускает мяч, вратарь был доволен, опускает ногу. Замените синонимами из текста слова и словосочетания. Хорошо плавал, прекрасно лазил по деревьям, случилось непредвиденное, появились слезы, захохотал. И третье. Напишите стихотворение Синг-Вейн к слову «футбол». Если вам понравился рассказ, вы можете по ссылке прочитать дополнительно повести и рассказы Василия Семеновича Галышкина. Домашнюю работу отправляем на WhatsApp. Спасибо, до свидания.